Мендетті күн тәуірміт, ендір мана халімі келіне арвын тавдыкчы кичаль. И сегодня мы продолжим разбирать прилагательные и, в частности, рассмотрим сегодня относительные прилагательные, а также образование прилагательных посредством отрицания. А также разберем еще одну лично-притяжательную частицу со значением его или того и изучим новые слова. Однако с этого урока мы будем изучать новые слова прямо во время урока, а не отдельно. Точнее, разбирать уж мы их точно будем именно так, на уроке. Относительные прилагательные в нашем языке — это такие слова, которые выражают признаки, выражающие время, место, наличие или отсутствие чего-то или кого-то или у кого-то. Степеней качества у относительных прилагательных в калмыцком языке, как, собственно, и в бурятском, и в монгольском, нет. Давайте рассмотрим основные значения, в которых используются относительные прилагательные. Итак, первое — это наличие определенных характерных свойств или вообще какого-то наличия у чего-то или у кого-то каких-то определенных характерных свойств или их отсутствие. Например, цаста üvül, цаста üvül, цаста üvül. Это будет значить снежная зима. Давайте разберем это слово. Цасн — это у нас снег. Цаста — это, как вы уже знаете, значит со снегом или снежная. И üvül — это зима. Цаста üvül — это снежная зима или зима со снегом. Следующее слово — это чидльте күн. Чидльте күн. Чидльте күн. Чидль — это сила, чидльте — это силой или имеющий силу, именно вот физическую силу. Чидльте күн — это значит сильный человек. Или вот еще один пример. Ухата, ухата, здесь мы должны с протяжкой произносить это. Ухата көвүн, ухата көвүн, ухата көвүн. Это ухан, как мы помним, это разум, ум. Ухата — это значит с разумом или с умом, разумный или умный, а кövүн — это мальчик. Таким образом, ухата кövүн будет умный мальчик. Следующее значение, которое могут выражать относительные прилагательные, это отношение к определенному действию. Давайте рассмотрим примеры. Каким образом, что такое отношение к определенному действию? То есть что-то имеет какое-то отношение к определенному действию. Например, вот такой пример. Ургмыл цецик, ургмыл цецик, ургмыл цецик, ургмыл. Как мы помним, происходит от глагола урхк, то есть расти о неодушевленных предметах. И цецик — это цветок. Ургмыл цецик будет значить растущий цветок. Ургмыл от слова урхк, расти. Ургмыл цецик — это значит растущий цветок. Ну и такие примеры, которые мы уже с вами изучали на прошлых занятиях. Урдк, урдк, урдк. Уртк кичаль, уртк кичаль, уртк кичаль. Урды — это прежде, сначала, прежний. Уртк — это значит прежний, и кичаль — это урок. Уртк кичаль, уртк кичаль, уртк кичаль. Прежний урок. Уртк кичаль д — это значит будет на прежнем уроке, на прошлом уроке каком-то. И понятно, что уртк кичаль — это тоже будет отношение к действию. То есть действие, которое происходило кичаль, например, зах, а уртк — это будет то есть в прежнее время какое-то. Или, например, такой пример. Өмнк, 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 өмнк джиль. ÖMNK джиль, ÖMNK джиль. ÖMN — это впереди, сначала. ÖMNK джиль — это значит предыдущий год, тот, который уже прошел. То есть мы назад отсчитываем это в калмыцком языке. ÖMNK джиль, ÖMNK джиль, ÖMNK джиль — это будет предыдущий год. То есть здесь вот эти вот суффиксы мл, к будут подчеркивать именно отношение к определенному действию.
И третье значение, которое, это основные только значения, есть еще масса дополнительных, но мы выбираем основные значения. И основное значение, третье, которое выражает относительное прилагательное, это отношение ко времени. Какой пример? Например, одака, 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 как мы помним, это настоящий данный, будет одака кирик, одака кирик, одака кирик, настоящее данное дело. Индерк, следующий пример. Индерк, индерк, диктор, индерк, диктор, или можно сказать индерк, кичаль, в принципе. Индерк, диктор, это значит сегодняшняя книга. Ну, может быть, в библиотеке или где-то вы смотрите определенную какую-то книгу, которую именно ежедневно меняют на выставке, и вы можете сказать «Индерка диктор», там такая или сякая, сян или му, там, или еще что-то. Следующий пример — это «Хэтка», 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 «Санан», «Хэтка», «Санан», «Хэтка», «Санан». Хэтка санан — это значит будущая мысль или будущее какое-то размышление. Хэтка санан, хэтка санан. Хэтка санан — это примеры, которые выражают относительное прилагательное, то есть наличие характерных свойств определенных, отношение к определенному действию. Цицик ургна, следовательно, цицик будет ургмыл, то есть растущий. Или отношение ко времени. Одака, индирка, уртка и так далее. Мангдурка, можно сказать, искульдурка, можно сказать, мангдурка и так далее. С помощью вот этого «к» обозначается как раз-таки вот этот суффикс, который подчеркивает отношение определенных слов ко времени, по отношению к чему-то. Одака, индирка, хэтка, эмэнка, уртка и так далее. Вообще говоря, начиная разбирать образование относительных прилагательных, нужно сказать, что эта тема достаточно сложная, и вы сумеете понять полностью, как же они образуются, только если начнете читать газеты, книги, журналы на родном языке или же слушать какие-то аудиозаписи. Но какие-то основные способы образования этих прилагательных давайте разберем сейчас на этом уроке. И «Ода ene kichalde zug tere ügmüdige халяджи авый». Итак, относительные прилагательные, выражающие полноту какого-то качества, и качество будет у нас чинр или свойство, полноту качества образует посредством присоединения к основе существительного или какого-то иного слова, таких вот суффиксов лик или рлик. Вот смотрите, слово баин значит богатый. Если же мы н опускаем, она у нас вообще нестабильна. Бай — это будет основа, и добавление к ней лик будет показывать, что это человек богатый или полный богатства, или расположенный к богатству. То же самое будет, например, урн — это будет у нас искусный, урлик, рлик корень добавляем, урлик — это будет уже расположенный к искусству или очень искусный в каких-то своих действиях. Склонность или расположение к чему-то также посредством вот присоединения двух суффиксов рхк или ск. Рхк или ск. Склонность или расположение к чему-то будет обозначать. Например, если сен у нас хороший, то серхк будет тот, кто склонен к возвышению себя, то есть тот, кто любит говорить, что я самый лучший, хвастать там, или серхк, надо было отметить неясный гласный, или тот, кто возносит себя по отношению к другим или среди других. Омык, как мы помним, это у нас гордость. Так вот, омархак, омархак, омархак будет значить горделивый. То есть тот, кто склонен к гордости или расположен гордиться своими какими-то достижениями или имуществом или еще чем-то.
А вот цесык и махсык, мы здесь видим слова, они образуются посредством присоединения суффикса сык уже к этим словам. Ця, как вы помните, это у нас чай, а вот цесык будет тот, кто любит чай или расположен к этому чаю. Махсык, махан это у нас мясо, махсык это будет тот, кто расположен или любит есть мясо. И в этой связи есть такая пословица калмыцкая. Цяуга цесык. Цяуга цесык, не имея чая, он любит пить чай. Джора уга, джорасык. Джора это у нас иноходец скакун, джорасык это значит любящий скакать на иноходце. Таким образом, цяуга цесык, джора уга джорасык. Давайте повторим эту пословицу вместе с вами сейчас. Цяуга цесык, джора уга джорасык. Цяуга цесык, джора уга джорасык. Цяуга цесык, джора уга джорасык. Это значит, что человек, который любит пить чай, хотя и не имеет чая, или человек, который любит быструю езду на иноходце, то есть очень комфортную езду, но не имеет этого иноходца. Так говорят о том, кто любит хорошую жизнь, но хорошо пожить, вкусно поесть, но не имеет такой возможности. Ну, русский примерный эквивалент условный этой пословицы может быть там «не дал Бог жабе хвоста». Вот примерно такое, что был бы у нее хвост, она бы была счастливее, но вот не дал он ей, и все. Если же мы будем рассматривать те слова, которые посредством присоединения частицы отрицания образуют прилагательные, то мы увидим следующее. Все практически те частицы, которые мы с вами изучали, при присоединении к существительным, глаголам или к прилагательным будут образовывать другие совершенно прилагательные. Например, давайте рассмотрим следующее. Цасын уга. Цасын это у нас снег, уга это нет. То есть бесснежный будет, вот так это переводиться. Цасын уга это бесснежный. Чидлюга. 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 Чидлюга значит бессильный. И аргауга это значит не имеющий возможности или ну, тоже условно бессильный. Цаснуга, 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 бесснежный. Чидлюга, чидлюга, чидлюга. Это бессильный. Аргуга, аргуга, аргуга. Это тоже бессильный, не имеющий возможности к чему-то. Если мы будем присоединять частицу «эс», мы помним ее все, к причастным формам, деепричастным формам, «эс-ирдык», «эс-ирдык», «эс-ирдык». Эсы-ирдык. Эсы-ирдык будет означать неприходящий. И это будет равнозначно тому, что ирдык-уга, еще вот так можно сказать. То есть неприходящий или тот, кто не приходит. Ирдык-уга или эсы-ирдык, здесь разницы большой не будет. Эсы-кедык, 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 эсы-кедык. Эсы-кедык это будет тот, кто не делает, то есть не делающий. Или не наливающий, в зависимости от того, какой будет контекст у этой фразы. Не наливающий или не делающий, то есть тот, кто что-то не делает. Или, например, эсы-идык, эсы-идык, эсы-идык. Эсы-идык в данном случае будет тот, кто не ест, не кушающий, то есть. То же самое можно сказать, если мы добавим к этому, уберем частицу отрицательную «эс» и добавим сюда «уга». Ирдык-уга это будет неприходящий, кидык-уга это будет не делающий, идык-уга это будет не кушающий. Вот таким вот образом образуется. А также, если мы будем использовать частицу отрицательную «биши», то есть не тот по отношению к какому-то качеству или какому-то предмету, или какому-то явлению, или даже к личности какой-то, то будет следующим образом это образовываться. «Сэн биши». Сянбиши, сянбиши, это значит не хороший. Сянбиши, не хороший, плохой. Мубиши, не плохой. Мубиши, неплохой. Мубиши, неплохой. Во многих диалектах вот это биши превратилось уже в виши. И поэтому можно услышать такие фразы. Сянвиши, мувиши. Или, например, такой не холодный, например. Китн, это у нас холодно, как мы помним. А китн, биши, это не холодный. Таким вот образом образуются прилагательные
одни из таких основных свойств образования, суффиксов образования прилагательных — это легар и лег, рхк, ск, и с помощью частиц отрицания цасынуга, чидлюга, аргуга, эсы ирдык, эсы кедык, эсы идык, или ирдыгуга, кидыгуга, иддыгуга. И с отрицательным частицей биши, сян биши, му биши, китн биши. Таким вот образом образуются прилагательные с частицей отрицания. Друзья мои, сейчас кюнтенеджнером мы изучим лично-притяжательную частицу, которая имеет значение его или того. Она образуется посредством присоединения к различным словам, как существительным, так и глаголам и прилагательным, значение того или его что-то. Давайте рассмотрим это на примерах, чтобы понять, как же это работает в калмыцком языке. Тир, как мы помним, это значит то или того. Тиркюне машин. Вот смотрите, слово машин, так как буква Н у нас нестабильная выпадает, но лично-притяжательная частица не добавляется сюда. Тиркюне машине сен. Тиркюне машин сен. Повторяем это вместе. Тиркюне машин сен. Тиркюне машин сен. Тиркюне машин сен. Тиркюне машин сен будет значить машина того человека, конкретная какая-то машина, то есть его конкретная машина, сен, хорошая. Тирекюна машин сен, тирекюна машин сен, тирекюна машин сен. У того человека его машина хорошая, как бы вот так это будет переводиться на русский язык. Следующий пример это такой вот. Kökшин. Kökшин, как мы помним, это старый. Övgen это старик. Övgene это будет старика. Kökшин övgene келин. Келин это у нас язык, келин это будет его язык, конкретный его язык, му. У него очень плохой язык, то есть слова его, может быть, там нечеткие, или он говорит, запинаясь постоянно, или использует кучу паразитов слов и так далее. Kökшин övgene келин му, повторяем вместе со мной. Kökшин övgene келин му, kökшин övgene келин му. А может быть, он просто настолько неприятно говорит, что людям это очень не нравится. Kökшин övgene келин му. Если же мы точно так же используем эту лично-притяжательную частицу с указательными местоимениями ин или тире, то мы получаем вот следующие примеры. Ин это конкретно этот, а ин это конкретно этот, вот конкретно. Ин кене кövün, ин кене кövün, ин кене кövün, ин кене кövün. Это конкретно вот этот вот чей сын или чей мальчик. Инкене кövün. Конкретно это чей мальчик. То же самое вы можете сказать инкене кюкен, инкене диктор, инкене кен это у нас кто, кене это чей, кого. Кене кövün, кене диктор и кене диктор это будет чья книга, конкретная вот какая-то. Это вот что-то похожее на английский артикль the. Инкене кövün. Или, например, тирнь. Тирнь — это тот, чей-то вот тот, о котором, может быть, шла речь. Мубичева, 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 тирнь мубичева, значит, это тот, конкретно какой-то тот, с указанием, что вот он именно, мубичева плохо написал. Либо экзамен написал плохо, либо о ком-то, может быть, плохо написал. Ну вот тирнь мубичева. То же самое можно сказать сянбичева, там, я не знаю... Дала келеве, там или олнугы келеве и так далее. Поэтому вот с указательными местоимениями мы тоже можем использовать эту лично-притяжательную частицу. А кроме этого мы можем использовать ее с причастиями прошедшего времени. И так давайте рассмотрим примеры. Причастие прошедшего времени, как вы помните, образуется посредством присоединения к основе глагола окончания или суффикса «сын». То есть келесін, йовсын, болсын, итсын, усын, тагылсын, отсын и так далее. Вот здесь, например, если мы добавлять будем лично-притяжательную частицу, то будет вот следующее. Келесін — это будет сказанное кем-то, а келесіне конкретно этим или тем человеком, о котором идет речь,
Кельсни зев, то есть сказанное им конкретно, то есть этим или его сказанное, того человека, о котором речь идет, зев, правильно. Кельсни зев, кельсни зев, кельсни зев, кельсни зев будет значить сказанное этим или тем человеком, о котором идет речь в речевой конструкции, в речевой ситуации. Кельсни зев, то есть сказанное этим или тем верно, правильно. Или, например, такой пример. Иэмчиды отсни. Иэмчиды отсни. Иэмчиды отсни — это значит тот, кто ходил, или отправившийся, ушедший, ходивший к врачу. Иэмчиды отсни сен. Иэмчиды отсни сен. Иэмчиды отсни сен будет значить его отправление, поход его к врачу правильный был, хороший. Иэмчиды отсни сен. Это будет значить, что то, что он сходил к врачу, его поход к врачу хороший, верный, правильный. Вот так используется личная притяжательная частица не со значением его или того. Мы можем ее использовать также с различными глаголами, например, тюнет, тускар, например, там келехань и так далее, так далее, так далее. И им, там, и все остальное. Но об этом чуть позже. Ода мана кичарин сүйілдіне шыны үгмүдігі сурат авый, дасад авый. Сейчас, в конце этого урока, давайте изучим новые слова. Итак, новые слова. Джилин дөрвін цак. Джилин дөрвін цак. Джилин дөрвін цак. Джилин дөрвін цак — это 4 времени года. Так сейчас в современном калмыцком языке говорят на эти сезоны. Однако в других родственных языках используют еще одно слово, именно сезон конкретно. Оно называется улерыл. 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 Это говорят айраты Синьцзяна, айраты Западной Монголии, собственно, монголы, буряты и так далее. Поэтому, если кого-то не устраивает прежняя форма джилин дөрвін цак, то вы можете сказать джилин дөрвін улерыл, именно 4 сезона года. Но в калмыцкой традиции принято писать джилин дөрвін цак, поэтому, собственно, я их и написал через такую вот косую строку. Итак, давайте рассмотрим, что же такое джилин дөрвін улерыл или джилин дөрвін цак. Первый — это у нас зуны. Зуны — это лето. Зуны. Похоже очень на слово 100, но слово 100 будет писаться как зун, тогда как слово зун лето будет писаться зун. И поэтому, если мы будем слово 100 превращать в форму родительного падежа, то будет у нас зуна, это будет от 100, сотни. А вот от слова «лето» правильная классическая форма в калмыцком языке будет зунын, а не зуна. Зунын именно, поэтому зун, лето. Здесь есть неясный гласный, который в старину, в Тудобичик там был, оно писалось зоуна. Следующее слово — это у нас осень. Осень — то, что у нас неотвратимо приближается, хотя на улице сейчас жарко. Итак, осень по-калмыцки будет намр, намр. Намр. Намр — это осень. Зима, как мы уже поняли, мы изучали это в начале этого урока, будет увель. 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 Увель — это зима. А вот весна, которая следует за зимой, называется на калмыцком языке хавр. 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 Теперь изучим некоторые различия между двумя словами. Словом чидль и словом кючын. Чидль и кючын. Чидль — это физическая сила, силу, которую видно, которую можно ощутить. Например, если я поднимаю гантелю или гирю весом там, 16 килограмм до 300 раз, то это чидль. А вот кючын — это сила духовная, сила невидимая, сила, например, электричества, сила духа, сила еще чего-то будет называться словом кючын.
Поэтому, если мы говорим чидльтекюн, то это значит, или харычидль еще говорят, то есть черная, мощная такая сила, которую остановить нельзя. Чидль — это сила физическая, тогда как кючин — это больше сила духовная. Поэтому, когда калмыки говорят кючтайоман, там, или кючта юг, то это значит слово, которое имеет внутреннюю вот эту вот мощную силу, способную воодушевить, поднять, сюрявик, как калмыки говорят, то есть дать какое-то воодушевление, мощь, силу именно энергии. А чидль — это сила такая вот физическая. Когда приходит зима или меняются времена года, то возникают различные погодные явления. Итак, мы сегодня на этом уроке изучали слово «цаста ювель». Сейчас же мы рассмотрим, что такое «цасн». «Цасн», «цасн», «цасн». «Цасн» — это снег. Ни в коем случае нельзя его путать со словом «цасн», то есть бумага. «Цасн» — это бумага, а «цасн» — это снег. Следующее слово — это «хур». «Хур», «хур». Почему я говорю «хур»? В современном калмыцком языке в основном все говорят «хур», 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 «хур» и так далее. Но в тудо-бичик правильная форма его написания это «хура». Поэтому здесь после буквы «р» есть неясная гласная. И ее нужно отмечать. Поэтому в калмыцком языке, если мы будем приводить различные пословицы, то говорят «хурын хэна нарн халун», «худлын хэна», например, «ичир хату». «Хур» — это дождь. Можно говорить «хур», в принципе, в этом большой разницы не будет. Но орфоэпическая норма этого слова — это слово «хур». В калмыцком, в отличие от русского, если в русском говорят «дождь идет», то есть тучи, несущие в себе жидкость, воду эту, они проходят и заливают территорию и уходят дальше, то в калмыцком языке говорят «хур орна». «Орх» давайте запишем. То есть он входит, он падает с небес и входит в землю. «Хур орх» говорят. Не «йовх», а «орх». «Хур орджана», «хур ордык», «хур орв», там «орла» и так далее. «Хур орх». В калмыцком языке, в отличие от русского, есть очень четкая большая разница в этом слове. Следующее слово — это «саликын». «Саликын», «саликын». «Салькын» — это ветер. Ветер, несущий прохладу, может быть, а может быть вообще конкретно обычный простой ветер. «Саликын» — это ветер. «Саликын», «саликын», «саликын». Следующее слово — это слово «град». «Мюндр», «мюндр», «мюндр». «Мюндр» — это град. «Мюндр» тоже не, мы говорим, град идет в русском, то в калмыцком мы должны сказать «мюндр орджана», то есть град падает на землю и потом тает, естественно, впитывается в нее, поэтому он входит как бы. И мы должны в калмыцком языке очень четко говорить, что «мюндр орджана», «хур орджана», вот только в таком ключе это используется. Следующее слово после того, как ветер у нас, град был, может быть «шургн». «Шургн», «шургн» — это метель. В последнее время в Калмыкии очень мало метелей, но тем не менее огромное количество производных от этого слов. Имя Шурган сегодня, фамилия Шурганов, Шургаев есть в Калмыкии. Шургн — это метель, то есть далекий предок тех, кто носит это имя или эту фамилию, мог родиться во время метели. Боран, 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 боран — это у нас буран, собственно, в русском языке это заимствование из монгольского. Боран — это буран, какая-то вьюга, такая очень большая непогода. Следующее слово — это хюсалькн. Хюсалькн, хюсалькн. Хюсалькн — это смерч. Бывает так, что вот сейчас, когда жарко, особенно в степи, начинает крутить вот такой вот небольшой смерч, как вот небольшое маленькое степное торнадо из пыли. Калмыки говорили, что шулмы хюрюмкеджана, то есть шулмусы делают свадьбу. И если в центр этого смерча бросить нож, то кончик ножа будет окровавленный, так как мы можем кого-то убить, считали калмыки. Встретиться с хюсалькын считалось очень плохим предзнаменованием. Это влекло за собой болезни, какие-то несчастья, неприятности, а потому калмыки с ним не встречались. А если встречались, то говорили специальный заговор, который есть у нас в калмыцком языке, в нашей традиционной культуре. Итак, теперь изучим еще некоторые слова. Последние слова будут все связаны друг с другом. Ца, ца, ца.
Ца это значит там, далеко, где-то там, за пределами. Ца бяна, например, там где-то это есть. А вот ца, это значит где-то там далеко. На это значит близко, рядом. На бяна, например, вот недалеко от тебя это. На бяна, на. Ца, на. Поэтому, если мы говорим, обозначая какое-то определенное место, то мы можем сказать цад, конкретно там далеко, но в конкретном каком-то определенном месте. Или над. Это значит здесь ближе с обозначением конкретного места. То есть дательно-местный падеж мы сюда добавляем цады и нады. Если же мы говорим по отношению к какому-то направлению, это туда, подальше, это будет царан. Царан Йова, иди туда, пошел отсюда, как вот так это будет звучать. Или, например, если же поближе, сюда иди, поближе ко мне, то это будет наран Йову, говорят калмыки сейчас. Поэтому вот такие вот слова есть в калмыцком языке. Если вы будете их знать, будет очень полезно. Итак, индер мадны еврейни арвун тагудыкче кичален кеджи төксче давулсын бәнавидін. Сен менді байырта харгыджай.